Добрый день, меня зовут Загир, и я хочу вам рассказать о том беспределе в деятельности арбитражных управляющих, что творится в нашей стране, и при явном покрывательстве их деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Я хотел бы рассказать коротко вам о своей истории. Я купил сельхозтехнику на торгах по банкротству, а конкретнее имущество СПК «Колхоз имени Ленина», что находится в селе Северном Оренбургской области. Значит, арбитражным управляющим в данном деле является Грачева Ирина Владимировна, которая входит в Ассоциацию арбитражных управляющих «Солидарность». Я не стану описывать всех препятствий, с которыми мне пришлось столкнуться при участии в данном аукционе, но я оказался, в кавычках, счастливым победителем аукциона. Впоследствии мной был подписан договор купли-продажи и перечислена необходимая сумма денежных средств. Как оказалось далее, из 6 единиц тракторов отсутствует 3, из 12 прицепов отсутствует 2 прицепа. Из них, как мне удалось выяснить, один трактор якобы продан колхозом частному лицу еще в 2011 году, хотя до сих пор числится на балансе колхоза. Судьба других отсутствующих единиц техники неизвестна. В отчете об оценке имущества есть весь перечень имущества, указаны их номера агрегатные, а также указано состояние техники как удовлетворительное на ходу. Так вот вопрос, почему Грачева Ирина Владимировна, которая согласно закону о несостоятельности или же банкротстве, которая обязана была в соответствии с законом проинвентаризировать технику, составить на нее отчет об оценке и выставить на торги, теперь попросту разводит руками и говорит, что техники нету, какая есть, такая есть, забирайте. По моим жалобам в правоохранительные органы собрана куча материалов, писем, отписок и так далее. Но отдел Министерства внутренних дел настырно не хочет видеть в данном деле преступление и отказывает в возбуждении уголовного дела. В то время как в письмах из Росреестра, ФАС, прокуратуры на мои заявления говорится, что в данном заявлении усматривается нарушение норм уголовного законодательства. Но для МВД, как оказалось, это не является преступлением. Я считаю, что это прямо указывает на коррупционную составляющую. Заместитель прокурора района выявил факт отсутствия техники, что также видно в одном из его писем. Им было отменено первое постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконное, необоснованное. Однако повторная якобы проверка МВД также не выявила факт преступления. Подобное отношение МВД лично меня просто поражает. Как можно игнорировать факты, откровенные факты преступления, для которых в Уголовном кодексе предусмотрены соответствующие статьи? Таким образом, грубо говоря, получается, что у вас могут угнать автомобиль, и для МВД это не будет являться преступлением. Мои личные расследования привели к следующему. Я пару раз ездил на территорию колхоза СПК имени Ленина, разговаривал с бывшим руководителем колхоза Шарифуллиным Халитом Гамировичем, который в ходе беседы часто ссылался на учредителей колхоза, на необходимость поговорить с учредителями, съездить в администрацию и так далее в этом духе. Как выяснилось, одним из соучредителей колхоза является некий Колоколов Сергей Федорович, который, судя по информациям из открытых источников, является заместителем главы администрации Северного района Оренбургской области, а также курирует сельское хозяйство. Данный персонаж на своей родине, как оказалось, является довольно известной личностью. Складывается впечатление, что на следствии им оказывается давление. В настоящее время Шарифуллин Халит Гамирович руководит обществом с ограниченной ответственностью имени Ленина, на балансе которого немало единиц техники. И мне кажется, я даже знаю, откуда у одноименного общества с ограниченной ответственностью эта техника появилась. Как оказалось на практике, подобных случаев в нашей стране немало. И, возможно, причиной этому является слабый контроль, либо же его полное отсутствие. После первого моего видеообращения, точнее обращения моего представителя по данному случаю, ко мне обратилось множество моих коллег, так скажем, по несчастью, которые столкнулись с подобными
проблемами в той же несчастной для меня Оренбургской области, кстати говоря. Получается, что действующее законодательство не является гарантией ваших прав, и те, кто имеют высокий статус, имеют знакомых в МВД, в суде, могут спокойно отнять ваше имущество, и им за это ничего не будет. В настоящее время я готовлю жалобу на постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела и постараюсь держать вас в курсе дел. Я очень буду рад любому виду помощи в сложившейся ситуации.